Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске реализуется проект, направленный на повышение качества жизни людей с нарушениями развития. Благодаря такому проекту 2 года назад при участии Министерства труда и государственной корпорации ВЭБ-РФ открылось первое в Якутии отделение сопровождаемого проживания, где живут ребята из психоневрологических интернатов, и еще 25 человек посещают отделение днем. В работе отделения огромную помощь оказывают коллеги из Санкт-Петербурга. Сегодня гостья нашей студии Светлана Поливанова, директор Центра дневного пребывания Ассоциации общественных объединений родителей и детей-инвалидов, город Санкт-Петербург, специалист по психолого-педагогическому сопровождению людей с нарушениями развития, арт-терапевт. Светлана Борисовна, здравствуйте. Да, доброе утро. С какого времени ваша ассоциация стала сотрудничать с организаторами такого проекта в Якутии? Ну вот уже 2 года наша организация сотрудничает и достаточно успешно, вот, нам кажется. Вот расскажите, как вы пришли в профессию? Это интересно. Я пришла в профессию совершенно неожиданно, поскольку был такой период в моей жизни, когда я могла себе позволить быть волонтером в свободное от основной работы время, у меня достаточно было времени. И я пришла как раз вот в эту организацию, в которой я сейчас уже работаю, пришла попеть песен в качестве волонтера. По-моему, это было Рождество. И вот уже 10 лет пою в этой организации. Да, расскажите о деятельности вашей. Оказалось, что вообще эта тема, она настолько для меня была непонятна. Несмотря на то, что я работала в социальной сфере много лет, но я не сталкивалась именно с работой с людьми с ОВЗ, с ребятами с ментальными нарушениями, именно такими, с которыми я тогда в первый раз столкнулась. И оказалось, что, несмотря на то, что даже меня, знаете, предупреждали, куда ты идешь, это очень тяжело, это инвалиды, у нас много и так негатива в жизни, вот зачем тебе это надо? А когда я пришла туда, я просто окунулась совершенно в другую атмосферу. Знаете, это была вот такая атмосфера любви. И все, что я увидела, все, что я почувствовала, на меня действительно произвело такое огромное впечатление. И как-то сразу у нас сложились очень теплые отношения и с нашими ребятами, и с сотрудниками, к которым мы пришли. И они мне предложили, поскольку мои, так сказать, компетенции профессиональные, то есть я педагог, психолог, арт-терапевт, религиовед, то есть это и имела опыт работы с трудными, так сказать, подростками. В общем, мои вот эти навыки профессиональные оказались востребованными там. То есть мне предложили, говорят, не могли бы вы с нашими попробовать, с ребятами? Я говорю, знаете, я не знаю, смогу ли я, потому что мне действительно казалась тема очень сложная. Но вот получилось. И вот сейчас, значит, сначала я была волонтером, потом сотрудником, вот сейчас вот директором Центра дневного пребывания 6-й год работаю. Вот вы уже работаете много лет с детьми с инвалидностью. Расскажите, может, какие-то особенности работы в этой сфере? Вы знаете, особенности, что могу сказать? Вот для некоторых людей эта работа, она, как сказать, она становится, может быть, очень естественной. То есть, кроме того, что, безусловно, какие-то нужны профессиональные навыки, это не обсуждается. Безусловно, мы все проходим какое-то обучение, потому что действительно, и это очень важно. Но в эту сферу иногда люди входят, даже не имея профессиональных глубоких каких-то навыков, да, но достаточно эмпатичные, открытые миру, и они здесь находят возможности для реализации себя и помощи другим. То есть это благодатная вообще на самом деле сфера. А насколько людям с нарушениями интеллекта вообще тяжело интегрироваться в общество? Тяжело, конечно, тяжело. Тяжело, потому что у людей очень мало представления вообще, что такое люди, что такое особые люди. Очень мало. И у людей
разного возраста, как ни странно. То есть вот мы дети советского времени, да, то есть для нас вообще эта тема была закрыта, инвалидов нам не показывали, то есть это минимум, мы же даже не знали, какое количество, то есть эта тема была достаточно закрыта. Но как ни странно, вот сейчас работаю с нормотипичными, так сказать, вот с обычными ребятами и занимаюсь еще в теме инклюзии, да, когда мы стараемся, в общем, интегрировать, да, людей с особенностями в обществе, то мы сталкиваемся с тем, что и сейчас ребята, например, подростки, они очень маленькие имеют, минимальные представления о том, что такое люди с ментальными нарушениями, люди с РАС. И это очень важная работа, чтобы общество было открытой и принимающей средой. То есть вот это очень важно. Принимать. 2 апреля по всему миру отмечают День информирования об аутизме. Вот скажите, люди с тяжелыми ментальными нарушениями могут работать, вот, быть полезными обществу и чувствовать себя частью общества? Безусловно. Безусловно. Они и могут, и должны. В первую очередь они должны, потому что они люди. Вот. И несмотря на то, что нам кажется, что у них совершенно там другие какие-то потребности, вот, у них, безусловно, есть особенности, а потребности у них такие же, как у всех остальных людей. Быть понятыми, принятыми. Вот. Они также хотят, чтобы их любили, слышали и видели. И вот для этого существуют вот такие организации, как организация, в которой вот я тружусь сейчас, это Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов. И, безусловно, то, что сейчас делается в Якутии, это прекрасная программа по поддерживаемому проживанию для ребят с ментальными нарушениями. Вот расскажите подробнее, что включает в себя эта программа? То есть ребята проживают постоянно, у них какие-то особые занятия происходят? Да, у них совершенно особые занятия происходят, с одной стороны. С другой стороны, ребята уже вот сейчас эта программа 2-й год действует, 2 года, и поэтому они уже сейчас не просто, так сказать, вышли из стен психоневрологического интерната, где они проживали до этого, да, 12 человек. Они живут в прекрасных условиях. Самое главное, что они сейчас трудятся, тоже как все остальные люди. Безусловно, им нужна поддержка. Ну, когда даже мы любую работу, вот даже разговор начинаем с ребятами, да, какой-нибудь общий в кругу, всегда поднимаем этот вопрос. Кому в жизни нужна поддержка? И в первую очередь я поднимаю руку, потому что мне нужна поддержка, вам нужна поддержка, я думаю, вам тоже нужна поддержка. Поддержка нужна любому человеку, только в разной степени. И вот этому, собственно говоря, эта программа и посвящена. То есть обеспечить каждого человека с особыми потребностями той поддержкой, которая нужна конкретно ему. То есть не сделать из него иждивенца полного, да? То есть раскрыть его потенциал, что он может, понять его ресурсы и помочь, поддержать. Вот если человек не может найти работу на открытом рынке труда, вот в силу особенностей здоровья, вот, как ему помочь социализироваться? Да? Вот, могут ли в этом помочь специальные защищенные трудовые мастерские, да, например, да, для людей с инвалидностью? Вот это одна из таких основных задач сейчас в нашем обществе, помочь именно людям и трудоустроиться в защищенных мастерских, безусловно. Вообще, вы знаете, вот такое, когда мы говорим помочь, мы должны людям с особенностями, но в очень большой степени они нам тоже помогают. Просто смотреть на мир другими глазами, да, и увидеть его во всем разнообразии и принять. Вот. Поэтому здесь очень многие, кто в эту сферу приходит, работать с особыми людьми, они сами понимают, что, начинают, вернее, понимать, что не только они помогают, но и им во многом помогают эти люди. Потому что для меня это было очень большим открытием, знаете, вот когда ты ходишь на работу и понимаешь, что это работа о любви. Вот я когда рассказываю иногда об этом, мне удивляются люди. Но действительно, когда на работе тебе в течение 25 раз, например, могут сказать, что я вас люблю. Ну вот часто ли так бывает в другом каком-то мире? Вот. А у нас так бывает, да. И когда тебе несколько раз говорят, когда ребята ведь очень чуткие, они особенные во всех смыслах, понимаете? Они настолько много нам могут дать.
Вот. Ну и через этих ребят можно мир познавать, наверное, даже, да? Да, конечно, он совершенно другой, когда ты эту сторону жизни для себя открываешь, что вот да, эти особенности, конечно, другой. Ну вот что вы можете посоветовать родителям ребенка с инвалидностью, с особенностями, да, вот как сохранить оптимизм, веру вот, и силы для своего ребенка? Стараться, наверное, объединиться. Людям очень важно чувствовать поддержку, да, как мы уже об этом и говорим, собственно, наша тема поддержки. Вот. И я думаю, что сейчас, конечно, происходят очень большие подвижки в нашем обществе, по всей нашей стране, и действительно идет какая-то такая трансформация. И сейчас и информированность, конечно, об особых людях, вот о людей, например, с РАС, то, что вот мы сейчас коснулись 2 апреля, у нас этот день, вот это все, это вот такой сложный вопрос на самом деле, потому что принять в первую очередь особость своего ребенка это сложно, это очень понятно. Это действительно одна из самых, так сказать, сильных болевых точек в жизни человека. Вот. Но у нас все-таки, слава богу, есть такие объединения, как вот та организация, в которой я сейчас, слава богу, тружусь. 30 лет она существует. Это помощь людям, да, и родительская организация. Не только помощь ребятам-инвалидам, но и родительская организация. И таких организаций у нас много. Вот, и я думаю, что здесь, в Якутии, тоже, слава богу, они есть. И это одна из таких серьезных поддержек для людей, потому что здесь они могут уже получать и профессиональную помощь, помощь психологов, и помощь таких же родителей, которые проходят этот путь или прошли, имеют уже какой-то опыт. Вот. И я думаю, что вот с этого можно начать, то есть найти тех людей, которые смогут поучаствовать вот в этой жизни. Ну, то есть не оставаться с проблемой один на один, все-таки выходить на какие-то организации, Да, да, которые могут поддержать безусловно. и оказать ту помощь, И они у которая нас есть необходима. сейчас по всей России, да, то есть у нас просто не такой детальный сейчас разговор, но это безусловно так, что, конечно, у нас сейчас в обществе появляется много таких возможностей. Светлана Борисовна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейших успехов в вашей работе, в таком добром деле, полном любви. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.